Это «Актуальное интервью» в студии. Петр Васильев, здравствуйте. По всем вопросам жилищно-коммунальной сферы, также нарушениях в строительстве, различных недоделках на местах жители республики могут обращаться в управление Госстройжилнадзора. Сегодня мы поговорим об итогах деятельности управления за прошедший год и, в частности, об управлении многоквартирным домом. Наш гость в студии Павел Аргунов, руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с итогов минувшего года. Вот каким был 2023. Если рассказать про итоги прошлого года, то за прошлый год нами проведено порядка 3250 проверок. Это по разным направлениям. По направлению, например, вопросов ЖКХ, это составляет порядка 61%. То есть основное направление – это по жалобам граждан на некачественное предоставление коммунальных услуг. Нами проводится проверка в отношении управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. И также нами проводится тоже довольно большая работа по надзору за строительством объектов. Кстати говоря, количество объектов с каждым годом строящихся увеличивается. И соответственно, и количество проверок тоже увеличивается. Но результатом работы, всей этой работы является, то есть нашим таким рычагом воздействия на недобросовестных управляющих компаний, на застройщиков, на подрядчиков являются штрафные санкции. То есть мы по итогам проверок составляем акты, составляем протокола, выносим решение о наложении штрафных санкций и также предписания по устранению выявленных недостатков. По итогам прошлого года нами принято решение о наложении штрафов на сумму 19 миллионов рублей. Тоже довольно-таки большая сумма. Многие думают, что эти штрафы идут в наш карман. Это не так. Деньги идут в доход городского округа город Якутск, даже не правительства, а городского округа город Якутск. И по итогам прошлого года нами выдано заключение о соответствии построенного объекта в количестве 178 объектов. Из них большая часть это многоквартирные дома, потому что, во-первых, бум был в прошлые годы, в том числе и в прошлом году, по строительству многоквартирных домов по договорам долевого участия, во-первых, и во-вторых, основная масса у нас идет строительство домов по программе переселения граждан с аварийного жилья и также по обеспечению жильем детей-сирот. И строительство ведется не только на территории города Якутска, но и по всем муниципальным районам и по отдаленным наследям. И нам, например, приходится, я не говорю, что нам, только нам, но и подрядчикам, застройщикам приходится добираться до таких отдаленных населенных пунктов для того, чтобы строить, а нам для того, чтобы контролировать ход строительства. Объем работ проделанный колоссальный. Вы сказали, больше 3000 обращений. На что чаще всего жалуются? Жалоб в прошлом году, например, по сравнению с предыдущим периодом, с предыдущим 22-м годом, намного больше. Количество жалоб не 3000, а 4900. И я считаю, что увеличение количества жалоб идет большими темпами в связи с цифровизацией нашего общества. Если ранее для того, чтобы подать жалобу, необходимо было подойти к нам, либо направить почтой свою жалобу, то на сегодняшний день человек, не выходя из своей квартиры, может подать жалобу в электронном виде через госуслуги, через наш сайт. И также можно, просто направив написанное и подписанное заявление на нашу электронную почту, наше управление. В основном, конечно, у нас жалобы касаются качества предоставления коммунальных услуг. Это 90% поступающих заявлений. Конечно,
в первую очередь по качеству уборки мест общего пользования, например, вот зимой основное количество обращений это по холоду в квартирах. Сейчас, например, вот солнце выглянет, теплее станет, снег начнет таять, жалобы пойдут по протечкам кровли. Летом также, если сильный дождь пройдет, сразу же количество таких жалоб по протечкам кровли возрастает. Также весной у нас по откачке воды из подполья увеличивается количество жалоб. Под осень по подготовке к отопительному сезону, то есть по отсутствию подготовки к отопительному сезону со стороны управляющих компаний, вот количество жалоб увеличивается. В начале отопительного сезона по отсутствию тепла, то есть о том, что управляющие компании не приняли никаких мер по запуску тепла на многоквартирные дома, либо со стороны ресурсоснабжающих организаций никаких мер не принято. Вот такие жалобы поступают. Ну вот, насколько я понимаю, все эти жалобы ложатся на плечи управляющей компании. И вот сколько с прошлого года собственники могут отказаться от управляющей компании не чаще, чем через год с даты заключения. Хотелось бы вот об этом подробнее. Да, действительно, если ранее собственники имели право хоть каждый день переизбирать управляющую компанию, то в связи с тем, что некоторые управляющие компании и собственники данным правом, можно сказать, недобросовестно пользовались, законодатель предусмотрел этот факт и внес изменения в жилищный кодекс, который, вот это внесение изменений вступило в силу с 15 августа, и на сегодняшний день собственники, если избрали управляющую компанию, то могут переизбрать, перейти на другую управляющую компанию не ранее, чем через год, в случае, если вот, действующая управляющая компания добросовестно исполняет свои обязанности. Если, конечно, есть факты того, что выбранная управляющая компания не справляется, вот, собственники могут, не дожидаясь истечения этого года, выбрать другую управляющую компанию. То есть вот этот закон работает только тогда, когда нет подтверждения недобросовестности? Да, совершенно верно. А вот как управляющие компании проходят процедуру лицензирования, допуск, так скажем, к обслуживанию домов? Для получения лицензии, ну, в принципе, законодатель не предусмотрел никаких больших ограничений. То есть для того, чтобы получить лицензию, в принципе, все двери практически открыты. Да? Для этого директор либо собственник должен сдать экзамен. Экзамен, в принципе, очень простой, состоит из 200 вопросов. Необходимо ответить в течение 1,5 часов. На эти вопросы, то есть 200 вопросов всего, из них на 100 вопросов необходимо ответить, и из 100 вопросов необходимо правильно ответить на 86 вопросов. И тогда считается, что экзамен прошел, во-первых. Во-вторых, необходимо, чтобы управляющая компания не имела повторяющихся имен уже с действующими лицензиатами. И в-третьих, самое главное, чтобы собственник не имел судимости. Павел Анатольевич, ну раз уж все-таки у нас интервью актуально, не могу не спросить про очень актуальное резонансное происшествие. Вот в Якутске у нас в течение нескольких месяцев наш телеканал освещает ситуацию на улице Крыжановского. Там прошел прорыв трубы, произошел. Вина управляющей компании, но я думаю, здесь все-таки налицо. Какие-то действия, меры к ней будут приняты, и как вообще так получилось? Вот на сегодняшний день действует мораторий по проверкам, да, поэтому мы имеем право провести проверку только в случае наличия либо жалобы собственника данного дома, ну, или нанимателя данного дома, либо по согласованию с прокуратурой. По данному дому к нам жалоба поступила. На сегодняшний день она в работе, ведется проверка, и по итогам проверки будут приняты меры. Ну, как я уже ранее говорил, у нас только меч в качестве меры, то есть штрафы, а пряника нету. Ну, то есть в теории эта управляющая компания дальше может уже обслуживать другие дома, даже если у них есть вот такие вопиющие факты?
Да, ну, лицензию можно лишить управляющей компании, если она имеет грубое нарушение лицензионных требований. Это, например, если по итогам работы, недобросовестной работы управляющей компании человек понес необратимый вред здоровью, либо скончался человек, либо данная управляющая компания имеет большие долги перед ресурсоснабжающими организациями. Ну и вот такой перечень есть в жилищном кодексе. Теоретически лишить лицензию в отношении одного дома можно. Но на практике данный механизм очень сложно работает, потому что решение о том, чтобы лишить лицензию, принимаем не мы, а принимается на уровне мировых судей. И мировые судьи довольно-таки относятся к управляющим компаниям благосклонно, можно так сказать. И пока что вот таких случаев очень мало было. Ну вот по следам этого же происшествия жильцы отказались от управляющей компании, сменили ее. Вообще, насколько часто вот такая процедура у нас распространена? Смена управляющей компании по инициативе собственников жилых помещений происходит очень часто. Вот я, как говорил, до прошлого года, до 15 августа, это буквально практически ежемесячно можно было ежедневно принять на общем собрании решение о смене управляющей компании. Данным правом многие жильцы злоупотребляли, можно сказать, с подачи недобросовестной управляющей компании. И также у нас очень много фактов было подделки подписей собственников. То есть собственники, например, впервые слышат, что у них, оказывается, общее собрание прошло, и они могут подойти к нам с паспортом, ознакомиться со своей подписью. При этом при ознакомлении они говорят, что, например, это не моя подпись, либо вот мой сосед, он давным-давно скончался, а тут я смотрю, его подпись имеется. И эти факты мы фиксируем, получаем заявление от данных граждан. Конечно, расследование факта подделки подписей не относится к нашим полномочиям. Мы данные письма перенаправляем в органы внутренних дел для того, чтобы они возбуждали уголовное дело. Ну вот в заключение хотелось бы узнать статистику. Недобросовестных УК у нас в республике меньше становится? Ну, хотелось бы, чтобы меньше становилось таких управляющих компаний, которые, во-первых, злоупотребляют вот такими, ну, ранее злоупотребляли правом частого переизбрания, подделки подписей, и, во-вторых, недобросовестных в качестве предоставления худших коммунальных услуг, в худшем качестве имеется в виду. В этом плане мы ежедневно ведем работу. Ну, я уверен, что работа будет продолжена. Павел Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.